Сьогодні ім'я моє тихо промовил, я покину свой на березе човен, и с тобою распашну новый луг. Золото сребра не маю, але руки для працы готовы, и маю сердце, что хоче правды. Иисусе, кличешь ты за собою, сегодня имя мое тихо промовил, я покину свой на березе човен, и с тобою распашну новый луг. Ты моих рук потребуешь, кропель поту и широго сердца, незломной веры моей отваги. Иисусе, кличешь ты за собою, сегодня имя мое тихо промовил, я покину свой на березе човен, и с тобою распашну новый луг. Мы поплывем с тобой разом, плавит сердце у моря огромным, твоею сетью життя и правды. Иисусе, кличешь ты за собою, сегодня имя мое тихо промовил, я покину свой на березе човен, и с тобою распочну новый луг. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Успокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За супокой свершения, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церквей, и сознание всех Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сохрани святую церкву, и ты, что с верою, пошану и страхом Божьим походить ей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого Отца нашего Всесветного Бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, божественных святороды, окном Христе, все духовенство людей Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом стираженную краину нашу Беларусь, за ратно нежную ладу и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью выпробования и верность своему народу всех нас Господу помолимся. Господи, смилуйся.
Украины и за верных людей, что живут, и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За добрые надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, по морю земных, по ветру, за недужих, и что терпятся с неволенных, избавление их, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Нам избавиться до всякого гнева, суммы и достатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую, благословенную, славную надарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию и всех святых сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и належится всякая слава, пожалуй, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славить имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех добродействов Его, ее начищаю все грешества Твои, и оздоровляю все немощи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый и богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славить имя святое Его, благословенный Ты, Господи. Еще спокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавь, и стиражи нас Божия ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую, благословенную, славную подарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя есть держава, и Твое владарство, силы и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и за все жизнь на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, празднуй все житие мое, буду хвалить Господа, буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсюду Девы Марии, и не зазнавши измены, стався человеком. Ты был крыжованный в Христе Божий смертью, снишивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу, збав нас, збав нас. Еще супокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавь,
стражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Успомянувши на и святуюся чистую, наибласловенную, славную Владарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый, человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Владарстве Твоим вспомни нас, Господи, счастливые в Боге я духом, бо их есть владарство небесное. Счастливые тыя, что тужат, бояны утешатся. Счастливые тихие, бояны отрымают успадшину землю. Счастливые тыя, что мают голод и смогу справедливости. Бояны насытятся. Счастливые, милосердные, бояны зведают милость. Счастливые, чистые сердцем, бояны убачать Бога. Счастливые, миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крыльят и проследуют, и кажут всякую неправду на вас делямяне. Радуйтесь и тешьтесь, бо нагорода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых. Збав нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли ты зашел до смерти життя несмертное, ты знищил пекло зянем боскости Твоей, коли ж ты и померлых сопрометною воскресил, усе силы небесные вскликнули,
задавша Христе Божа наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты воскрес могилы всемогутный спаси, и пекло глядевши, так Иисус сполохалася, и мертвые устали. Все створение, бачивших это, радуется с Тобою, и Адам тешится с усими, и весь свет спаси мой вечно Тебе славить. Теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Опекунка христиан бездокорная, ходайница до Творца незаменная, не погорди молениями грешников, али як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, почуй хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надежная заступница Ты, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Будь уважливая, мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Прокимен, Господь, сила моя и песня, и Он стался мне избавлением. Господь, сила моя и песня, и Он стался мне избавлением. Шматразова карал меня Господь, але на смерть не отдал меня. Господь, сила моя и песня, и Он стался мне избавлением. Господь, сила моя и песня, и Он стался мне избавлением. Мудрость. Читание послания апостола Павла до Габреев. Слухай, уважливо. Пам'ятайте про ваших наставников, які обвещали вам Божие Слово,
і розважаючи про конець їхнього життя, наслідуйте їх віру. Ісус Христос той самий учора і сьогодні і навіки. Не поддавайтеся розним чужим ученням, бо лепше мацовать серце ласкою, а не стравами, які не допомогли тим, хто споживав їх. Ми маємо алтар, з якого не мають права їсти ті, хто служить у скинії, бо тіло живьолін, кров яких першосвятар приносить за грехи у святиню, спалюють за лагером. Каб освятить своей кривью народ, Иисус терпел муку за городом. Тому и мы выйдем за Его за лагерь, несучи Его зневаги. Мы не маем тут постоянного города, а лишь шукаем того, який повинен прийти. Праз Ісуса будем неспинно приносить ахвяру хвали Богу. Гэта значить плен вуснов, які дякують Ягоному імені. Не забывайте про доброчинность и едность, бо такие ахвяры подобаются Богу. Мир тебе, читание. К твоему духу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хай почує тебе, Господь, у день суму, хай ім'я Бога Якубового буде тобі обороною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, збав короля і почуй нас, коли будем кликать Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усилий. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухай уважливо. У той час пайшов Ісус у город, який називався Наїн, і з ним ішли многие вучні Його і множество народу. Коли ж ён наблизился до городской брамы, якраз выносили померлого одиного сына у мати своей, а яна была вдова. И шмат людей из города была з ёю. Убачивши яе, Господь злитовался над ёю и сказал ёй: «Няга, плачь», подышовши, докрануся до носилок, «Ты, что несли, спынилися». И сказал юнак: «Табе кажу, встань». И сел мертвый, и пошел говорить. И отдал его Иисус мати его, и охопил усіх страх, и славили Бога, кажучи: «Великий пророк повстал сярод нас, и наведал Бог народ свой». Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Иисусу Христу! Слава навеки. Сідайте, коли ласка. Дорогие браты, сестры, сябры, евангельская сцена, якую мы только что с вами почули, она вельми драматична, и мы можем уявить своими духовными вачима, что отбывалося тады, коли Иисус сустрэў процессию, пахавальную процессию. И в этой пахавальной процессии несли тело сына удовы. И евангелист Лука вельми падрабязна описывае тое, што адбылося.
вельмі шмат дэталяў у гэтай евангельскай сцэне апісвае сённяшні фрагмент Евангелия. І гаворыцца пра тое, што гэты сын быў адзіным сынам жанчыны, і што гэта жанчына была ўдавою. І гаворыцца, што Ісус злітаваўся над ёю, і што вялікі натоўп ішоў за гэтай жанчынай. І зноў жа такія падрабязнасці, што Ісус дакрануўся да насілак тых, хто неслі, спыніліся. Шмат такіх дэталяў, якія нас нібы заглыбляюць у гэтую евангельскую сцэну. Давайте прыгледзімся да гэтай жанчыны, якая была ўдавою і якая страціла свайго адзінага сына. Яе асабістая драма, тое, што яна згубіла сваё адзінае дзіця, яшчэ больш паглыблялася тым фактам, што жанчына ў тыя часы яна была фактычна беспраўная. Яна не могла самастойна існаваць у грамадстве. Абавязкова павінен быў чалавек, мужчына, які бы адказваў за яе. І такім чалавекам быў яе муж. І, магчыма, ужо і быў гэты сын, магчыма, ён быў падлеткам, ужо ён мог быць адказным за гэтую жанчыну. Утрымліваць яе сваім нейкім простым трудом, сваёй простай працай. Але і гэтую падтрымку адзіную яна згубіла. І жанчына гэта была, мабыць, добравядомай удавой, бо за ёй ішло шмат людзей. Шмат людзей спачувала. А мы звычайна спачуваем тым людзям, каго мы паважаем. І ўсе гэтыя падрабязнасці, яны нам набліжаюць тую атмасферу, якая была ў той момант у горадзе, на ім. І вось Ісус, што ён робіць? Ён спыняе дотыкам сваёй рукі гэтыя насілкі, што было вельмі дзіўна для тых людзей, якія яго пабачылі. Чаму, мы можам запытацца? А таму, што у юдэяў смерць мела асаблівае значэнне. Яна рабіла нячыстым усё даакол сябе. Чалавек, які дакрануўся да трупа, ён быў рытуальна нечыстым нейкі час. І гэтага людзі імкнуліся пазбегаць, дакранацца да мёртвага цела. Але не Ісус. Ісус, ён перакрочвае пэўныя правіла, бо ён Бог, ён можа сабе такое дазволіць. Ён перакрочвае дзеля міласэрнасці, перакрочвае дзеля таго цуду, які ён збіраецца зрабіць. Ён гэтым дотыкам паказвае, што гэта я, Ісус, я, Месія, Христос, з'яўляюся уладаром, у тым ліку і над смерцю. І далей ведаем, што адбываецца. Ісус ускрашае гэтага юнака, і людзі вакол яго поўныя подзіву. Яны кажуць, што нейкі вялікі прарок паўстаў сярод нас, што Бог наведаў народ свой. І гэта сапраўды так. Сёння, калі мы чытаем гэты ўрывак, нам цяжка прыгадаць, каб па Лідзе ці па нейкім іншым гарадам хадзіў нейкі чалавек, які прабіў такія рэчы. Ісус, мы верым, што ён з намі, але Ісус сёння не робіць нічога такога, каб хадзіць па Лідзе і воскрашаць памерлых. Тады б не было працы нашаму дому скорбі, які хавае людзей. Вось. Але
Тым не менш, гэтае Евангелие, яно вельмі актуальнае для нас сёння. Чаму? А гэта таму, што вакол нас шмат людзей, якія жывыя, але насамрэч мёртвыя. Чаму мёртвыя? Таму што кожны чалавек, які робіць цяжкі грэх, свядома, добраахвотна і у цяжкой матэрыі, ён аддзяляе сябе ад Бога. Ён робіцца мёртвым. І вось Ісус нястомна выходзіць насустрач такім людзям, каб іх воскресіць, каб паказаць ім дарогу да царквы, каб паказаць ім дарогу да споведзі. Канешне, мы тут прысутныя гэтую дарогу знайшлі. Мы знаходзімся ўжо тут, у каталіцкай царкве, у нашай парафіі, нейкіх іншых парафіях, але мы, в сваю чаргу, пакліканы засведчыць людзям, якія вакол нас, гэтае воскресенне. І можам мы гэта рабіць праз самыя простыя рэчы. Праз тое, што мы прыходзім рэгулярна да споведзі, пра тое, што мы у нядзелю удзельнічаем у Еўхарыстыі, пра тое, што мы молімся, чытаем Святое Пісанне, мы мяняем сябе. І гэтае святло нашага Господа, якое запаліваецца ўнутры кожнага з нас, яно свеціць, яго нельга не заўважыць, і таксама іншым людзям. Я веру, што тое, што мы перамяняем сябе, уздзейнічае таксама і на іншых людзей, якія знаходзяцца вакол нас. Дык будзьма не толькі слухачамі слова, але яго выканаўцамі. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцом наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воды Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за святого Отца нашего, со святого бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за Бога, стираженную краину нашу Беларусь, за врат належную лады и войска, и весь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших, святород, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за все человечество, якого терпит с причины поширения эпидемии, за всех бестопоможных и разгубленных, за хворых и за тех, кто отдано им служит. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тех, хто приносить дари, працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. О, Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь.
Отец, жалься, збав и стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы, будучи завсёды, под оховой Твоей могутной лады, Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы, что тайный способ, мы, что тайный способ расставляем херувимов и животворчей Троицы, и животворчей Троицы, Тройцы святую, Тройцы святую, песню ляем. Отложим теперь, отложим усе житевые клопоты. Святого Отца нашего, сусветного бискупа Франтишка Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, пошествных святород и окну Христе все духовенство Богом, стираженную краину нашу Беларусь, уррад належную лады, заснованников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христиан, хай вспомните, Господь Бог у своей володарстве на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Как нам принять Лазаря сил, якого не важно, супровожают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да помни молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и всех, что с верой, пошавной, страхом Божьим воходите ее, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться до всякого гневу, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью единородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, и Твой Дух святый, добрый, животворчий, тут теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Тройцу одиносудную и нераздельную. Теперь мудрости будь уважливая. Веру в одиного Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и в одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного,
от Отца народженого перед усіми веками, святло от святла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженого, нествореного, одиносутного зайцом, праз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и ставший человеком, был укрыжованный за нас при Понтским Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в одиную святую повсюдную апостольскую церкву, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливость святое хированию миры приносит. Дар миру, ахляру хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Возьмем гору сердце нашего. Мы узняли их до Господа. Подякуем Господу. Боже и справедливость, поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносутной и нераздельной. И привел нас на путь бытия, и к нему упали, снова поднял, и не переставал робить все, как возвести нас на небо, даровав Твою душу владарство. Деля этого дякуем Тебе, и Твоему одинородному Сыну, и Духу Твоему Святому, дякуем за все добродействия, ведомые, неведомые, явные, тайные, якими Ты нас открыл. Дякуем Тебе за эту службу, яку Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобою стоять великий мост архангелов, 10 анgelов, херувимы и серафимы, шестикрылые шматухи, якие, узнявшись высоко на крылах, пероножную песню пою, воскликаючи, припеваючи и кажучи. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит во имя Господняе. Госанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбный владару и мы возвлекаем кажучи: святые все святы Ты и одинородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святые все святы Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел житие вечное. И Он, пройшовши, исполнивши весь провід для нас, уношив яку Його видаля похушителі, і Он сам отдав себе за життя світу, узяв хлеб у свои святые, все чистые и безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, освятивши и разломавши его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения.
избавлений заповед, и все, что для нас дарилось, крыш похования, воскресение на третий день, заход на небо, сидение по правой руце, другой славной присте, приносим Тебе Твое от Твоих, для всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за Найсвятую Всечистую, благословенную славную враг нашу Богородицу, и за все Деву Марию. Достойная вся правды, называй счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаганную, Матерь Бога нашего, божественную пашаны за Херувимом и без поравнания большавную за Серафимов, что заховавши дьявольство, родила Бога Слова, и сную Богородицу Тебе мы возвеличиваем. На сам першу вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного епископа Франтишка Папу Римского и достойного архипастора Рената Богородного владыку нашего архимандрита Сергея, заховайте святых Твоих церквах, упокой святости, доброй славе, здоровья и долголетия, как и не могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. Вспомни, Господи, Ты, что приносит дары для святых Твоих церквах, робит добро, памятуясь про убогих, и на всех их пошли Твои милости. Вспомни, Господи, всех нас тут присутных, и дай нам одинными устами и одним сердцем славить Господа Твоего Божественное вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. И хай будут милости великого Бога, избавца наших Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых ешешев, с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные, свяженные, божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовных пятниц, как отмысловую духовность духовную, послал на взамен свою Господу ласку, и дар Святого Духа помолимся. Господи, смилуйся. Правда, выбавиться от всякого гнева, сумму, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавься, стиражи нас Божию ласкою Твоюю. Господи, смилуйся. Кабы весь этот день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, Господа просим. Дай нам, Господи. Ангела спокоя, верного наставника, опекуна души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробощение, отпущение грехов и провинам наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всяко, что доброе и корыстное для душ наших, и супокойный свет у Господа просим.
просим. Дай нам, Господи, Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, И изради нас достойными владару, исполним доверым без осуждения, смесь отдастся на Тебе, Бога Небесного, и отдается, и казать. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу, Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи, Глянь, Господи, с небес на Ты, что схилили головы свои перед Тобою, бо не схилили их перед телом и кровью перед Тобой, всемогутным Богом. Ты гость владару принесенное туда всем пору, нарастай кожному по этой потребе, будь подорожником не по морю земли и по ветре, оздорови хворых, лекары души тела. Лаской, милосердностью человеколюбства, одинородного Сына Твоего, с яким благословен Ты, и Твой все святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Место Христову оживляясь позаду славу владарства Твоего, и приди светить нас, и притаскал дать нам окунать рукой, Твое все чистое тело и божественную кровь оплаз нас усим людям. Боже, будь спогадывай негрешному из милости надо мною. Боже, будь спогадывай негрешному из милости надо мною. Боже, будь спогадывай негрешному из милости надо мною. Будь уважу я, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Верую, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет збавить грешников, сярод яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, якие зробил словом и учинком, святомо и несвятомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечери. Я не здражу ворогам Твоей тайны, и не дам поцелунку, як Юда. Олег, разбойник, узнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоем владарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд и осуждение, а лишь для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходьте. Благословенный Ты, кто приходит в имя Господня. Господь Бог, и Он явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте, храните несмяротности.
покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Збал Боже людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое святло, приняли Духа Небесного, знайшли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога она нас избавила. Благословенный Бог наш. На все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как нам пеять славу Твою. Бо Ты зробив нас достойными быть удельниками святых Твоих боских, несмяротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как бы нам везде научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, примавши боские святые, все чистые, несмиротные, небесные, животворшие, страшные Христовой тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбав, и стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как ты весь день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и священие наше, и Тебе слава даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. О, имя Господня е. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, ки благословляешь Ты, что благословляет Тебя, и совершаешь Ты, что воскладает на себе надею. Спал людей Твоих, и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твою, и освети Ты, что любишь красу дому Твоему. Ты услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церкву Твоим, нашему белорусскому народу, належим ладам нашим и всем людям Твоим, бо всякое доброе дарение. И дар досконалый заходит с горы от Тебя и засветла, и мы Тебе славу, подяку, поклонение даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владар, Господь вечный Божа, Ты весь свет
свет створил, и законы для всего установил, кожному место призначил, а род людский так бесконца полюбил, что Сына Своего Одинародного послал на землю, как все слухали ягоную науку, и души следом за Ему вошли в Твое небесное владарство. Мы дети белорусского народу, як могли слухались Твоих загадов, але деля человечей слабости часто падали, изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тим, хто кривдив нас і зневажав, борони нас от кривди ворожої, дай нам і ворогам нашим духосоправди християнської любові. Дай нам єдність віри, згоду в громадському сімейному житті, загони наші особисті і народні рани, душі, які ми самі собі учинили. Бо от неприятеля отримали в нашем штоденном житті, освяти наш розум Твоим евангельским святлом, как мы, заховывающие Твои приказания, перемогли все тяжкости, терпение, за все до Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу охвярных слугов своих, які праведным, сумленным и мудрым життем и деятельностью вели его одолевшей доли. Дай нам, святое духовенство, благослови наши семьи, как кожний з них дбали, батько і охвярная мати, слученная щирою святою любов'ю, виховували Тебе на славу, батьківщині на користь своїх діток, особливую ласку дай молоді, как вона отримала глибоке християнське узгодовання і виросла на корисних синов і дочок своєго народу. Благослови наші дочасні достатки, не дай гинуть з марним талентом, який Ти посилаєш у наш народ, але дай им свободно развиваться и закрасоваться Тебе на славу и всему людству на користь. Благослови працу селянам на ролі, работников на фабриках, ученых, письменников, мостаков, как з їхней допомогою белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица, и наша Небесная Мать, просим, покрый нашу Украину Твоим святым покровом, и будь нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, осветница Беларуси, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспинно, как мы стались народом святым, які виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свою клятву, огульное добро тут на земле, а в пришлом житті отримали вечное счастье, неспинно отдавали. Славу, пошану, поклонение Богу Тройце Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господняе, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господняе, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господняе, благословенное теперь и до веку. Благословение Господне, хай будет на вас, ласку Его и человеколюбство на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами Всечистой Своей Мати, молитвами святых славных и годных похвалы апостолов, меж святыми отца нашего Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, святых славных и рудных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми отца нашего Кирилла епископа Туровского, святой Мати нашей Ефросинья Полоцкая, осветницы Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцу Якима и Ганны всех святых, хай смилуется над нами, избавит нас, он добрый человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас. Если будет. Дорогие браты и сестры, сябры, дякую за молитву супольную, жадаю всем доброй недели.
і зустрічаємося у наступну неділю. Як звичайно, а зараз заспіваємо «Могутний Боже» і молитви подяки. Могутний Боже, владарцу света, великих сонцев и сердц малых, над Белорусей, тихой и ветлой, рассыпь промени своей хвалы, дай скоро просыпь, что дённой шерой на лусу хлеба народный край, Богу силу и величь веры у нашу правду упрышлась дай уравливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот, зроби свободной, зроби счастливой країну нашу і наш народ, зроби могутной, зроби щасливой країну нашу і наш народ. Песню слави заспяваймо, мученика визволяймо. Ой, я заплате, плитве и в короне, мы тебе кличем, могутный патроне. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже. Дякую Тобі, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоих святостью. Дякую Тобі, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбную владару, что для нас помер и воскрес, и даровал нам гэтые страшные животворчие тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, каб яны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания усялякого супротивника, для просветления вочей сердца моего, для супокою душевных моих силов, для веры непохисной, для широй любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для осягнения володарства Твоего. Каб я захованы ім'ю Твоей святости, был завжди памятны Твоей ласки, и жил уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши гэтое жыццё надеи жыцця вечного, досягнув непроминального супокою, где безупынно чутный голос святых, и пануе вечная радость тых, что оглядают невыказную красу твару Твоего, бо Ты сапраўднае жаданне, невыказна радость тых, что любят Тебе, Христе Боже, и Тебе все створение пее славу праз усі веки. Аминь. Всемогутный спрадвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, каб навернулся и был живы, и яки послал для нашего збавления одинородного Сына Твоего,
які нам наказав. Просите, и будет дадено вам. Шукайте и знойдете, стукайте и отчинять вам. Да Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слязьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасно мечем сяче. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избав людей Твоих, как жили здоровыми поводле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой злобной пошести нашу батьковщину и наш народ, урати і всіх, що стерегуть целость и спокой нашей країни. Выбавади гэты город и все города и вёски. Змилуйся и наведай тых, что терпят от гэтай хворобы. Подними их з ложа немочи и дай им здоровье души и тела. Души ж тых, что от гэтай хворобы, у правой веры и надеи воскресения уже спочили, супокой святыми Твоими, где нема ни болю, ни суму, ни плачу, а лежит все бесконцее. Молитвами на Святейшей Богородице и завсюду Девы Марии, заступницам святых бестелесных силов и ангелов-охотников, ласкою человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и все святым добрым и животворчим Твоим Духом, вся веры завсюду и на веки веков. Аминь.